Ну, основные вопросы, которые сегодня задавались, это, конечно же, депутатов волновали вопросы о дате назначения выборов. Также ряд депутатов подняли вопрос о нашем регламенте по порядку голосования. Но здесь у нас закон говорит о том, что мы должны принимать наши решения большинством голосов от присутствующих. То есть за принятие этого вопроса, я как сказал, был у нас один, проголосовало 17 депутатов, один депутат у нас воздержался, и 6 депутатов у нас проголосовало против. Действующее законодательство и нормативно-правовых актов нашего города, устава города, это решение мы принимали большинством голосов от присутствующих. Вопрос о выборах теперь когда будет? Вопрос будет рассмотрен у нас на очередной сессии, которая у нас состоится 1 февраля этого года. Также на эту сессию вынесен вопрос об отчете главы городского округа города Якутск. Прокуратура в данном вопросе участвует в силу требований федерального законодательства, закона о прокуратуре и дает свои заключения на обоснованность законности соответствия требований федерального законодательства проектов тех нормативно-правовых актов, правовых актов, которые принимаются органом местного самоуправления, в данном случае законодательным органом. Что касается единственного вопроса, который на сегодня поставлен у нас на повестке на заседании Якутской городской думы, это рассмотрение вопроса об отставке главы городского округа города Якутск. Здесь следует отметить, что с точки зрения действующего законодательства отставка главы городского округа города Якутск является добровольной. И поэтому, исходя из нормативных положений Конституции Российской Федерации, все мы понимаем то, что право на труд является правом, ни в коем случае не обязанностью. И поэтому, раз уж главой города Якутск принято такое решение о необходимости или желании в силу каких-то своих личных убеждений, или, как коллеги наши говорили, по состоянию здоровья, уйти в отставку. Поэтому оспаривать это право, к сожалению, отдельных депутатов невозможно, поскольку обязать главу города Якутск работать в противном случае будет являться принуждением к труду как таковым, что у нас прямо Конституция Российской Федерации запрещено. Поэтому здесь в данном случае мы полагаем, что вопрос об отставке Сарданы Владимировны является безусловно подлежащим рассмотрению и принятию ее как таковой. Что касается второго вопроса, это назначение времени исполняющей обязанности главы города Якутск, здесь эти вопросы они коррелируют друг друга и неразрывно связаны между собой. В соответствии со статьей 40 Устава муниципального городского округа города Якутск, при принятии решения об отставке главы города Якутск одновременно принимается решение о назначении лица, исполняющего обязанности из числа заместителей действующих. На сегодняшний день я напоминаю, что поступило на рассмотрение лишь одно предложение о исполнении обязанностей, и также от этого лица поступило согласие о принятии на себя обязанностей исполнять обязанности главы города Якутска. Поэтому мы полагаем, что решение в данном случае полностью соответствует требованиям федерального законодательства и подлежит принятию. Замечаний не имеется с точки зрения законодательства. Спасибо. Я хочу выразить огромную благодарность и за проявленное доверие Сардане Владимировне. В первую очередь хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Мы ждем ее здесь, обратно, чтобы она была с нами рядом. Хочу выразить благодарность за предоставленное доверие депутатам Якутской городской думы на то время, которое мне определено исполнять обязанности главы городского округа. Наша первая задача сегодня обеспечить бесперебойную работу действующих структур жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения города. Мы должны в плановом режиме подойти к исполнению всех планов, поставленных нам по национальным проектам, по социальным обязательствам города Якутска. Мы в той же команде остались, поэтому для нас все задачи, которые были поставлены нами главой Сарданой Владимировной, они нам ясны, пути реализации их понятны. Поэтому в плановом режиме сегодня мы работаем так, чтобы
горожанин не почувствовал каких-то изменений. Для горожан все должно остаться в текущем режиме. Те планы, которые перед нами стоят, мы работаем, и, значит, и город должны удержать в нормальном состоянии, в хорошем состоянии.